Аллилуйя. Христос меня простил и землю в небо превратил. Среди скорбей, среди угроз, там небо, где со мной Христос. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, на суше море над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, на суше море над землей. Там небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, меня Христос к Нему привлек. Когда вошел Он в жизнь мою, с тех пор о Нем всегда пою. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Не важно, где теперь живу, на высоте, внизу, вокруг, в стране родной, в стране чужой. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, на суше, в море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Мир Божий вам, братья и сестры. Приятно мне быть в Доме Божьем. Приятно ваши лица видеть. Иметь общение с вами, братья и сестры. Это весть здорово для меня. И я вспоминаю, и еще раз напомню, не всегда так будет, и это пройдет. Но это для молодых людей непонятно, я понимаю это. Но, друзья мои, это будет. Потому что так должно быть. И я приветствую всех вас, братья и сестры, певцов, проповедников, и братьев,
Доложите мне. Так всегда будет. Может, вам дело то, что я вам вот так высказываюсь. Но мои глаза мне говорят это. И приготовьтесь вы, молодые люди, быть хорошими столбами церкви, надежными столбами. Не такие столбы, которые шатаются, а надежные. Потому что Слово Божие учит нас быть как солдаты. Вы знаете, кто военный был, кто он понимает, о чем я говорю. Хотя не был военным, но близко этого. И, братья и сестры, и все надежных людей, и все уважают. Вау! Надо цену заплатить за то, чтобы быть солдатом, Божьим солдатом, военным солдатом, выступать во имя Иисуса Христа Назарея. Быть непобедимым в никакое время, постоянным, надежным, умелым. А если вы не умелые, я вам скажу, что не падайте духом, потому что я один из тех, который имел 19 лет, когда меня Христос встретил. И от того времени до ныне я не был ни на что готовым, ни на что. Но Бог избрал меня. И я, хоть я уже говорил это, но я еще раз помню, что когда вы искренне поступаете в церкви с церковью, вы поступаете с небесами. Да. Быть надежным человеком, надежным, постоянным, стараться исполнить все обязанности, которые можем. Вы знаете, что мне пришлось быть я был 2 года молодежным руководителем на этой сейчас Америке. И я принадлежал тоже, и мне надо было ехать каждых 6 недель на совещание, на собрание. И Бог знает куда. Мы приезжали иногда в 4 часа утра. И я еще должен, тот, который собирал людей, который привозил людей в церковь. Я был доволен, я имею работу в церкви Христа. О, Боже мой! То, что вы делаете, братья, вам надо помнить, что это для небес, для Царствия Божьего.
делайте так, как вы обязаны делать это. Я уборку делал, понимаете. У нас не было брата, который бы убирал церковь. Но теперь есть брат, который убирает. И траву косить. И кругом церкви убирать. Это все была моя работа. Да. Я не стонал. А мне что этому церкви делать? О, Боже мой. Я один раз закрывал здесь на переде граблями, чтобы было чисто. И подъезжает машина, понимаете, два священника католицких. И устанавливаются возле меня. Оказывается, что это люди верующие, братья наши. Ехали, они в Бостоне были, ехали из Бостона. И надо им было проехать около церкви здесь, я не знаю почему, но и мы тут посидели на кафедре, помолились, изучили, пообщались, как братья во Христе. И один из них был священником над тюрьмами в штате Коннектикут. Я поинтересовался повести его с собой на съезд молодежи. Он одевался как священник и так далее, и так далее. Но, знаете, наши люди, как мы одеты так, как надо, то всякие разговоры. Благо я в то время был управляющим, как бы сказать, собрания молодежи. Но я его позвал на кафедру, и тут священник сидит, одетый в священскую одежду. Наши братья смотрели на меня, как: о Боже мой, кого он призвал, кого он призвал, кого он вызвал. Да, но оказалось, что это брат, который не был здесь долго, но уехал в Калифорнию. Но мы пообщались с ним и нашли мы общий язык. Да. Нашли мы общий язык. И один из них приехал с Польши в гости до этого пастора в Бостоне. И он засвидетельствовал ему о крещении Духом Святым. И он принял, и Бог крестил его Духом Святым. О, Боже мой! Знаете, печальные моменты в жизни христианина, но и радостные тоже, понимаете, в то самое время. О, Господи мой! Ну, я заговорился.
Так что я приветствую вас всех, братья и сестры, и дедушки. Приятно мне видеть всех вас. Давайте мы станем присутствовать. Я открываю свое сердце. Какое уважение. Всех участников, Господи, и что это, Господи, Господи, пощадите Господи, 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 и помогай Духом Святым, и Господи, что с нами были все надежные, постоянные, Господи, во всякое время, как воины Христа. Аллилуйя, аминь. Иисус, о Тебе я пою, светом Ты озарил мою душу, я за все благодарен Тебе, и во всем вижу я Твою руку. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы мне открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы мне открыть мне двери. Сколько раз Ты меня хранил на крутых поворотах жизни, Ты избрал меня, искупил и наполнил собой мое сердце. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Я живу и покоюсь в Тебе, и надежда моя, и радость. Иисус, счастлив только в Тебе, Тебе жизнь моя и отрада. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Господь всемогущий, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть Бог сильный, Ты открыл нам двери неба, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты пришел для того, чтобы спасти людей, Господь, дать надежду, дать упование. Благодарим Тебя за то, что Ты влаживаешь веру в сердца людей, которые видят через года, которые помогают трудиться, которые направляют и дают надежду, уверенность. Господь, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть Бог сильный, Бог крепкий, Бог поддерживающий слабых.
Бог наполняющий, вдохновляющий, Господь, благодарим Тебя, Господь, благослови это общение, прибудь с нами в этот час, Дай Слово Твое, наполни благодатью Твоей, когда мы будем петь, прославлять Тебя, Господь, Ты сходи на нас Духом Святым, посети наши сердца, посети это общение народа Твоего, и пусть будет Тебе слава, пусть будет Тебе хвала во веки веков, Спасителю нашему. Аминь. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна, и как печаль стороною. Ты приносишь людям счастье на века.